Как распознать хит? Как распознать? Нравится, не нравится. Только вот лично, да, какие-то да. это? Мы недавно слушали песни 20-летней давности, Мгм. и на самом деле технически, так скажем, да, и музыкально мы же совершенно на другом уровне Мгм. были. Но слушая определенные песни, понимаю, что да, вот классная песня, нравится. У нас первые песни выходили на кассетах. Все, наверное, большинство помнят. После этого Мы уже были пережили тот этап, компакт-диски, что компакт-диски мы ушли. перешли. Уже ушли Сейчас компакт-диски. облачные сервисы, поэтому, ну, на самом деле Но у очень вас еще удобно. есть флешки, очень удобно. флешки, да, Флешки кстати. идеально, Это уже идеально. последний писк. Да, да. Флешка Ну, удобно. Ты знаешь, это, наверное, последний носитель, который можно потрогать. Да. Вот, да, потому Вот. что сейчас все в облаке. В какой момент вы решаете, что действительно пора делать именно сольные, да, концерты? В какой момент появляется вот уверенность, что люди придут? Первые 2 концерта, не поверишь, были у меня на родине и у Гузель. 2 концерта это было. У меня на Башкортостан, родине Альшевский и- район. Но смотрите, правильно. вы психологически хотели, чтобы поддержали дома, то есть получается, То есть да? мы Ну, как с легкого пути типа пошли. Это Ну да. настолько красиво было, что нас Приняли. так приняли хорошо. Уф, это классно. Нам так понравилось. Полный зал был. За 2 дня, по-моему, билеты вы распродали. А у нас аппаратуры нет, ничего нет. Мы все это Нет, арендовали. прикол в том, что мы ехали на 2 машинах легковых. Одна машина Opel, мы наняли странно. человека, машина была с прицепом, то есть все оборудование, все реквизиты были в прицепе, поэтому коллектив был в машине, а аппаратура Ну, уже был была в коллектив, прицепе. тоже уже, да. То есть, коллектив там сзади 3 человека, Ага. в общем, небольшой коллектив и небольшое количество оборудования. Некоторые и вот эти артисты 2 до сих пор концерта. так ездят. В то время билетов, у нас своих билетов не было, и мы придумывали, значит, как билеты же нужно как-то продавать, и мы просто печатали их. Мгм. Я ставила подпись свою Зато с автографом сразу. с автографом. Да. Да, я помню И такие всё, мы моменты. там разрезали. Не всегда, но не всегда, несколько но это было, концертов. да. Я был в Москве, жил, и мне начали попадаться афиши вашего кремлевского концерта. Именно то вот, наверное, время, да, когда, я не знаю, для меня это было чем-то невообразимым, для меня это было чем-то неописуемым. Вот что вы чувствовали в тот момент, как вы решились? Наверняка это был, такой квест со звездочкой. Вот действительно скажу, как мы на это решились. Каждый год мы приезжали в Москву, ставили свои концерты. И с годом из год у нас зрителей становилось все больше и больше. И нам сам зритель задавал вопрос: а почему вы не ставите концерт в Большом Кремлевском зале? Наши татары должны там петь. Это вот наши зрители, несколько лет я это слышала от своих зрителей, они поднимались со цветами, задавали мне такой вопрос. Амбициозная площадка, Кремль, это центр нашей страны. А какие были сложности? В один день собрать 7 тысяч человек, кому-то нужно уехать, кому-то один день неудобен. Это небольшой городок в республиках наших. 7 тысяч зрителей в один день собрать, это, наверное, самое сложное. Затем свои нюансы. Кремль — это большая площадка, там свои security, там внутренние Служба ФСО, служба в конце концов, да, конечно. Это очень сложные моменты. Согласование, аренды, да, своя внутренняя кухня. Затем масштаб, сама сцена, оборудование, техника. У нас на сцене только работало больше 200 выступающих артистов. И его можно перечислять бесконечно. Но игра стоила свеч? Игра стоила свеч. До сих пор в Москве другие артисты, и ваши коллеги, давайте я это скажу, вы скромные люди, вы никогда это не озвучите, но до сих пор собирают маленькие залы. А вы так дерзко пришли и сказали, что вы хотите Кремлевский дворец. Это ведь центр нашей страны. Вот какие-то были ощущения, как вы поняли, что хотите попробовать? Было несколько Было моментов. страшно? Конечно, ответственность я взял на себя. Был момент, когда Гузель плакала, и она была на нервах, реально, потому что это реально очень ответственно. Угу. А было вот это ощущение девятиклассника Ильдара, который в Альшевском районе пытается организовать в каком-то нереальном новом там концертном зале? Вот
Вы же все сами делали, я так понимаю. Нету какого-то продюсера, большого дяди, там, да, аппарат президента Владимира Путина, то есть, как бы, да, который вот так Нет, скажет, все, так, конечно. Уразова, здесь это. Но на самом деле, я, Как вы шли вот в этот Кремль? Как нашли номер позвонить, да? То есть вот это Я- же я интересно. думаю, все начинается с маленького. Мгм. Все начинается с малого. Во-первых, вот Гузель говорит, я все думаю, я иногда рассчитываю. То есть в какой-то степени какие-то расчеты нужно просто убрать. Мгм. Расчеты это риски, это страх, это тупо просто убираешь это и все. Просто идешь и все. Мгм. То есть есть Уже такой будь момент. как Но для этого нужен какой-то маломальский опыт. Вот Кремлевский дворец, вот вы стоите или вы звоните до этого, да, договариваетесь, это вот как происходит? Ну, естественно, договариваемся с руководством. Это планируется за год-два. Мгм. Потому что на сегодня-завтра, Вы на планировали на следующий 10 год... лет, но не Нет, смогли. да, я на понял. 10 лет мы хотели. Мгм. У нас было желание организовать, но одни из организаторов не изъявили желание Мгм. проводить, сказали, что, мол, не будем мы проводить. Мгм. Давайте вот здесь работайте. По старинке. Ну, тогда мы не успели, да, Мгм. там время нужно было. Поэтому на 15 лет мы... Но вот это желание, амбиция осталось, все-таки получается, внутри, на да, 15 вот лет. осадок-то остался. Ага, да. Как сохранить качество, которое в Кремле, и вообще сохраняете ли, да, чтобы было и условно и в Сибае, ну, не, близко к Сибае просто, и в Кремле такое же качество. Поэтому мы стараемся, не теряя качества, привозить концерты высокого уровня в любую точку России. Мы ни одного зрителя никогда не ущемляем, не обижаем. Мы поем столько же количества песен, столько же постановок. Что 7 тысяч зрителей в Кремле, что 400 человек в ДК. Всех одинаково любим, всех всегда ждем. Кремлевский концерт версия 2. Пусть это будет так, да, 20 лет. Что это такое вот для вас? Для нас это будет нечто грандиозное. Мы ее представляем. Идет очень большая подготовка, большая команда режиссеров, постановщиков. Очень много танцевальных коллективов будет задействовано, очень много звезд, артистов. В общем, не люблю заранее все раскрывать, но это будет грандиозно. Дорогие друзья, всех приглашаю отпраздновать этот праздник вместе с нами. Приходите с детьми, с семьями. Каждый из вас найдет свою песню в нашем грандиозном юбилейном концерте. Я вас всех жду. Вчера сидели с Вот. афишами, кстати, вот афиши, да, будущего нашего 20-го юбилейного сезона. И, соответственно, написание, да, может так напишем Гузель, Ильдар там и Хакимов, Уразу. И какое-то Ненароком так. совпадение, да, так скажем, но Хакимов, Уразова одинаковое количество Мгм. букв. Так, Спасибо. так. По 7. Ильдар, Гузель. Если на татарском одинаково, на русском тоже одинаково. Илдар, То Гузель. есть либо 5, либо 6. Ай-яй-яй. Но это прикол на Ну этом не ладно. заканчивается. На отчество Ага. Равилович, Аскаровна одинаково. Равилович. 9 букв. То есть получается полное совпадение. Эллари в Кремле. Это была ваша инициатива. Как вообще произошло и что это было? Никакой инициативы абсолютно. Это совершенно случайно. Значит, мы готовились к Кремлю да, за несколько месяцев вперед еще. Значит, Ильдар мне высылает просто трек «Послушай». Я WhatsApp открываю, слушаю, поет, очень красиво поет девушка на иностранном. Но я слышу, что это Дуа Липа, но думаю, может, кавер-версия какая-то. А Ильдар мне выслал и ждет, оказывается, когда я отвечу. Ну, там. А я даже не написала, я думаю, ну кто-то... Никакой реакции, ноль. Да, ну кто-то красиво поет. А еще в то время мы просто искали артистов, кто еще может друг со мной поддержать, на спеть одной дуэт. сцене. Да, я думаю, может, мы... Приглашали, может Да, быть? Ага. там Дуа Липу. из Запада кого-то приглашать собирается, а мне что-то не сказали, думаю, ну ладно, думаю. А он опять пишет, ты что, не послушала? Я говорю, послушала. И что ты скажешь? Я говорю, ну, круто поет, ну. А ты что, не узнала, кто это? Он мне дальше пишет. Я говорю, нет, а кто это? Дуа Липа, говорю. Так это же Эллари, пишет он мне. Вот тогда я удивилась. Я не поверила, я говорю, да не может быть.
да, это Илари поет. А я ни разу вот, ну, в записи не слышала, как Илари поет. Она дома ходит, поет, а как в записи это ну, действительно красиво, фирмово. А он записал, отправил мне. Для меня это было действительно открытие, да. И после этого мы приняли решение, что она может выступить в Кремле. И настолько с восторгом ее зритель принял, что я душой радовалась за свою дочь. В комментариях на Ютубе, на площадке очень много было вопросов, почему вы не отправляете дочь на телевизионные шоу, проекты, конкурсы. Вот вашу позицию хочется услышать. Почему я не отправляю? Ну, во-первых... У нее есть желание, во-первых? Вот с этого, наверное, нужно начать. Она не изъявляла желания, это раз. Во-вторых, я считаю, что такого рода конкурсы, они как могут принести счастье ребенку, так же могут его ранить и на много-много лет вперед. Это мое мнение, поэтому я считаю, что если будет у нее желание, она прям будет готовиться к этому. Конечно, мы скажем, хорошо, мы тебя поддержим, и мы прям вместе с ней бы и поехали. Только сегодня мы гуляли и по Казани вместе, да, вы город показывали, так спасибо за это. А вот увидели «Аллею звезд». Для любого артиста, наверное, оценка вовремя, наверное, да, важна. Вот что вы думаете по поводу «Аллеи звезд» и хотели бы вы попасть вот на ту Баумана, улицы Баумана? Даже вспомню далекую историю. Нам даже выпала честь открыть 2 звезды. Ильхам Шакиров, Альфия Авзалова. В то время сами под ручку с нами шли, и мы открывали эти звезды. Это действительно было для нас честь. Я не знаю, чем мы это удостоились в то время, но тем не менее мы оказались там и были причастны вот к этому дню, к этому событию. Но у нас нет такой самоцели попасть туда, вообще никогда об этом не думали, поэтому мы работаем для народа, это для нас самое главное. Многие вот артисты тесно связаны с политикой. Кто-то даже вот рвется, даже в Госдуму кто-то рвется. А вот от вас подобного я как-то не слышал. Просто скажу коротко. Каждый должен заниматься своим делом. Вот я выучилась на артиста, я работаю артистом. А политика — это нужно быть настолько профессионалом в этом деле, поэтому каждый должен заниматься своим делом. В этот момент сейчас Кличко и Валуев как-то это... Вот я поэтому и говорю, чтобы это было не смешно, и каждый был на своем месте и профессионально этим занимался. Конечно, это очень важно. Вы в то же время не скрываете, что вот поддерживаете власть республики. Республика Татарстан на сегодняшний день находится действительно на самых лидирующих позициях во всех сферах. И это прежде всего заслуга нашего руководства и нашего президента Рустама Нургалиевича Минниханова. Видя все это, народ настолько трудолюбивый поддерживает, действительно, радуется за все это. И на концерты ходят, и как они работают. Настолько духом поднятый народ, и всегда вот остается только гордиться. Я действительно горжусь своей республикой. В комментариях пишут такое, злые языки, что вот, без Гузель Уразовой, Ильдар Хакимов, что, вот только за ней и прочее. Без Ильдара Хакимова Гузель Уразовой бы не было. Это точно я вам говорю, 100%, даже 200%. Потому что все, что произошло, весь путь, который мы прошли путь, который указывал мне Ильдар, и мы все время шли по нему. Мы ни на секундочку от нее не отлучались от этой пути. Мы всегда принимал решение всегда Ильдар. Это мы сделаем, туда пойдем, такой сезон будет. В общем, поэтому у нас в семье мужчина всегда главный. За эти 20 лет это сотни концертов, это тысячи людей, которые вот своим рублем покупают ваш билет и приходят к вам. Это счастье. Это счастье. Но вот за все это время не было ощущения, что вы как-то сильнее других, да, выше. Может быть, звездная болезнь настигала вас? Ты знаешь, Ильяс, один раз меня прихватило. Я вот заболела, я ходила по врачам, и мне не могли поставить диагноз.
И это оказалась звездная болезнь. Ну, шучу, конечно. А что такое звездная болезнь? Вот действительно. Я ее никогда не ощущала, поэтому мне некогда думать про эти болезни, потому что у нас 4 детей, впереди столько концертов, 20 лет работы. Ну, вот честно, некогда думать про эти болезни. Поэтому дай бог, чтобы это никого не касалось, потому Нет, что но это ведь не факт нужно. звездной болезни есть. Видели людей с такими вот... Кстати, с людей- короной, может быть. С короной людей встречала, да. Немало встречала. Но это больше губительно или полезно? Для этого человека губительно. Последние несколько лет у нас очень много вызовов. Это, ну, та же самая пандемия, да, которая, в принципе, уже как будто бы и закончилась. Вот. Теперь у нас новые ограничения, да, мы отказались от некоторых социальных сетей. И если для одних это просто фоточки, это просто, я не знаю, как-то лайфстайл, то для вас это был, ну, хороший инструмент. Давайте уж по-честному, да? Да, мы встречались со своими Ваше отношение к зрителями. этому? Ну, я к этому отнеслась с пониманием, в первую очередь. Мы своих зрителей не теряем, мы их всегда ждем в других социальных сетях. Если у нас нет одних, значит, мы есть в другом месте, пожалуйста, в ВКонтакте, пожалуйста, Телеграм, и в других соцсетях мы есть. Поэтому мы с ними как бы не расстались, мы просто встречаемся в другом месте. 20 лет на сцене. Уже много чего пережили. Какой, может быть, главный урок усвоили? Знаешь, Ильяс, я подняла одно, что суть жизни состоит в том, чтобы спеть свою песню и спеть ее с душой. Ну а теперь блицы. Не обязательно отвечать коротко, но вопросы будут очень емкие. На что вам не хватает смелости? Ну, я достаточно смелый человек, я не думаю, что мне на что-то не хватает смелости. Хорошо. У вас машина времени. Что хотите поменять из прошлого? Только одна возможность. Я бы ничего не поменяла. Самый значимый подарок, который вы получали когда-либо в жизни, ну и, если можно, от кого? От Ильдара. Что это? Я знаю, это 4 подарка. Я не осмелилась сразу сказать. 3 фильма, которые вас вдохновили. Я последний раз посмотрела фильм «Сестренка». Белорецкий район. Это было что-то. Я действительно хотела посмотреть его давно. Мне советовали, говорили про это. Но вот я села, после гастроли приехала и специально посмотрела этот фильм. Он мне очень понравился. Это действительно большая, красивая работа и со смыслом. Вот. Последний фильм, ну, «Титаник», уж понятно, мне всегда нравится. Да. И тогда топ-3 артиста для вас на татарской эстраде. Топ-3 артиста. С кем работаете, кого уважаете? Может быть, за что уважаете? Салавата Фатхадинова уважаю. Хане Фархи, которая ушла из жизни. Кого из топ-3? Наверное, Айдар Галимов. А за эти годы научились отличать хороших людей от плохих? Ты знаешь, пришлось. Самый ценный совет, который вы получали, и если есть, то от кого? Самый ценный совет я получала от Ильдара. Он мне сказал: просто будь собой. А какую кухню вы предпочитаете больше всего? Мне нравится татарская, башкирская кухня. Конечно, там, где мы как рыба в воде, я много что умею готовить и люблю готовить. Ну, люблю и другие кухни мира. С удовольствием, там, итальянское что-нибудь. Или что еще? Даже китайскую кухню иногда вот мы любим. Приходится часто врать? Наверное, вот на сегодняшний день даже непринужденно иногда где-то приврать может приходится, но это зачастую не из-за того, что ты хочешь, а так получается, возможно, да. Но на самом деле я врать не люблю, конечно, я люблю говорить честно, хотя это правда не всегда бывает Удобный, да, комфортный, да. Ну и крайний вопрос, вот какой бы совет Гузель Уразова сегодняшняя дала вот той Гузель Уразовой 20-летней, наверное? Не сомневайся, я сказала бы ей. Не сомневайся, все получится. Не сомневайся, будь посмелее.